В Башкирии 11 часов. Доброе утро. В эфире «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Колпаков. Наши сегодняшние гости политологи Арсен Шаяхметов и Николай Евдокимов. Николай Анатольевич, Арсен Маратович, доброе утро. Здравствуйте. Всем привет. Ставьте лайки, пишите комментарии и вопросы в чате трансляции. Позже на сайте «Аспекты медиа», в телеграм-канале «Аспекты» будут доступны расшифровки этой беседы. Мы с вами в последний раз выходили на связь в пятницу, когда в Уфе на площади Салата Юлаева проходил провластный митинг в пользу, в защиту Радия Хабирова, или в поддержку Радия Хабирова, скажем так. Мы тогда с вами побеседовали с имеющимися на тот момент данными, да. Мы знаем, что сейчас администрация главы региона оценивает количество собравшихся 50 тысяч человек на том митинге. На сцене выступали республиканские исполнители. Участие в мероприятии приняли... Так, у нас кто-то сорвался, по-моему, да? Нет? Участие в мероприятии приняли разные общественные деятели. Сегодня с этой трибуны говорит Радий Хабиров: я всем тем, кто не согласен со мной, не согласен с моей политикой, моими решениями, но искренне любит Башкортостан и готов к цивилизованному диалогу, я протягиваю свою руку дружбы и говорю: давайте вместе созидать, сказал господин Хабиров со сцены. А я напомню некоторые его высказывания в течение последних 5 лет. Давайте мы сейчас с вами посмотрим небольшие заголовки газетные. Нашим гостям я сейчас их прочитаю. Ну, допустим, 9 сентября 2021 года. Радий Хабиров. Власть просто так не дается, она всегда захватывается. Далее. 29 октября 2018 года. Радий Хабиров предложил застрелиться главе Башкирской госавтоинспекции. 18 августа 2020 года. Радий Хабиров. Если где-то буйствуют экстремисты, мы будем называть вещи своими именами. Это он об участниках событий на Куштау. Буквально за 2 дня. Далее. Кишку порвете, со мной воевать. Хабиров пригрозил застройщикам скандальной высотки на Руставеле. Это 16 сентября 2020 года. Правда, никто не порвал, и высотка вроде как будет строиться. 18 мая 2019 года. Радий Хабиров. С таким руководителем Роспотребнадзора по Башкирии я работать не буду. Это тоже заголовок. Причем из Башинформа. Далее. Глава Башкирии назвал провокацией узколобых тех, кто против слияния Башгу и УГАТУ. Но вы оба из университетской среды, вы оба из вот этой научной среды, да? Ну, наверное, вы помните это высказывание. Вы, как вы считаете, Радий Хабиров, он готов протягивать руку? Он договороспособный на данный момент? Николай Анатольевич, давайте с вас начнем. Ну, давайте, хорошо. Добрый день еще раз. Начну с того, что Радий Хабиров определенным образом себя позиционирует. У него есть определенный стиль политического поведения, определенный стиль политического лидерства, и этот стиль политического лидерства всегда должен был ориентирован на то, чтобы показывать собственную власть, собственную силу и показывать себя как непререкаемого авторитета. Поэтому вот те заголовки, которые вы прочитали, они, в общем-то, демонстрируют ту политическую стилистику, которую Радий Хабиров выбрал. Но здесь надо иметь в виду, что есть большая очень разница между тем, как человек себя, в том числе политический лидер, да, а глава региона, безусловно, это заметный политический лидер, по крайней мере, в нашем пространстве, как он себя позиционирует, как он себя представляет, и, может быть, как он себя видит, и тем, как он себя ведет и какой политический курс осуществляет. Здесь, вообще 3 элемента на самом деле есть. Да. Первое – это политическое позиционирование Радия Хабирова. Он себя представляет как политик, пользующийся безграничным доверием. Элемент такой маскулинности присутствует, да, то есть мужественности, непререкаемого авторитета и так далее. Это один момент. Второй момент – это его способность или неспособность на самом деле выстраивать диалог. А мы видим, что и в результате действий на Куштау, и в результате взаимодействия с застройщиками, тем не менее, определенные элементы договороспособности были продемонстрированы. Ну, по крайней мере, на Куштау 100%. Да? То есть мы видим, что он пошел навстречу. Извините, вынужденные договороспособности. Вынужденные, так ведь? Ну, в политике любая договороспособность вынуждена. Да? То есть кто-то идет на определенные уступки. Или, по крайней мере, определенный компромисс. То есть понятно, что если есть 2 субъекта, как минимум, то один из них вынужден уступать в данном случае или идти на какие-то компромиссные решения, может быть, оба. И третий момент, связанный с этим, это
вообще, что Ради Хабиров понимает под договороспособностью. То есть, что именно понимается под способностью. Вот я перехожу уже как бы к заключительной части, именно связанной с митингом и теми тезисами, которые глава региона озвучил. Да? То есть, что он понимает под способностью говорить. Потому что здесь общий тренд, и не только в республике, а в Российской Федерации в целом, таков, что сегодня диалог может быть выстроен только между политическими силами, между субъектами, которые стоят на более или менее идентичных позициях. То есть вот когда Ради Хабиров там говорит об экстремистах, и понятно, кого он имеет в виду под экстремистскими силами, то совершенно очевидно, что обращаясь к ним, точнее говоря, обращаясь к людям, он не к ним обращается, не к тем, кого он экстремистами считает. И явно не с ними он собирается вести диалог и находить какие-то общие точки соприкосновения. Проблема-то в том, что те люди, к которым он обращается по поводу ведения диалога, с ними и диалог-то вести не нужно, они и так уже включены в этот процесс в виде его сторонников, в виде различного рода общественных организаций, в виде эрзац-структур разного рода общественных, которые на самом деле не выражают реального мнения большинства населения, но тем не менее существуют как такие достаточно формальные институты. Арсен Маратович. Да, я согласен в целом с Николаем Анатольевичем. Хотел бы только дополнить, что если мы говорим о политиках, то мы зачастую говорим не о каких-то ценностях и личных воззрениях. Политик — это в первую очередь человек, и даже порой политиков называют политическими животными. В хорошем смысле, потому что у них есть свои политические инстинкты и свои политические модели поведения. Так вот, если мы говорим о политиках, то они исходят в первую очередь из ситуации, из того требования момента, который на сегодняшний день есть, и из тех задач, которые перед ними стоят. Поэтому в этом плане та риторика, которую подбирает тоже Ради Хабиров в той или иной ситуации, она зависит напрямую от момента и от ситуации, в которой он действует непосредственно. Тех задач, которые перед ним стоят. Поэтому где-то он, естественно, выражается как-то более жестко, где-то идет, естественно, на компромиссы и действует более мягко. Но если мы говорим о нем как о типе личности, то в его публичном позиционировании, конечно, он всегда представлял как достаточно жесткий автократ с высоким уровнем доминирования. Да? Это человек, который старается навязывать свою повестку, нежели адаптироваться под чью-то другую повестку. Поэтому в этой связи и с его стороны исходил этот импульс, да, и в его там имиджологи, и пиар-технологи, они позиционировали его как вот такого автократа, как человека слова, как неприкосновенный авторитет, который как сказал, так отрезал. В этой связи, конечно, такая модель поведения, она не всегда подразумевает компромиссы. Но мы видели несколько раз, что в силу там, конфликтной ситуации, да, или в силу эмоциональности своего Ради Хабирова, в силу каких-то его обостренных заявлений, либо в силу момента ситуации, которая была, например, на том же Куштау, этот человек умел гибко адаптироваться и под изменившуюся среду. И в нужный момент, конечно, где-то он предлагал идти на переговоры, где-то он сам выходил, общался с протестующими. Вспомним и 2005 год, по-моему, против монетизации льгот, и опять-таки тот же Куштау. И здесь он, конечно, напрямую не поехал, не встретился, но вот на этом митинге-концерте он уже тоже выступил с определенной речью, которую нельзя рассматривать как какое-то там примирение, да, или рука навстречу, но, тем не менее, это инструмент, на который можно опереться для того, чтобы выстраивать дальнейшую платформу для переговоров. Понятное дело, что он не будет общаться с теми, против кого он там выступал или называл их экстремистами, несмотря на то, что он сказал, что он глава для всех. Вот, политики достаточно четко чувствуют, с кем должны вести переговоры, с кем не должны, кто им равный по уровню, кто, наоборот, ниже. И поэтому, скорее всего, исходя из логики нынешней политической системы, он скорее предпочтет переговоры и общение с официальными там, национально-автономными организациями, которые у нас есть, с религиозными организациями, ну, то есть такими официальными деятелями, нежели с людьми, которых мы видели там на улице Баймака или Уфы. В этом плане, я думаю, что мы диалог увидим, но этот диалог будет по правилам Ради Хабирова, на площадке Ради Хабирова, опять-таки, да, и это будет как раз-таки не те люди, которые выражают реальный протест против его каких-то решений, да, или против ситуации в целом. Поэтому я думаю, что мы в дальнейшем увидим, как будет развиваться эта ситуация, но мне кажется, что пока что на сегодняшний день в моменте какого-то движения друг другу навстречу мы не видим, да, мы видим попытку установить границы и обозначить там интересы и приоритеты каждой страны, но на разрядку ситуации в полном ее виде, а не в там, политтехнологическом, мне кажется, пока говорить рано.
Можно добавить? Да, я хотел вот у вас уточнить, вы согласны с Асадом Маратовичем, то, что адресатом вот этой протягивания руки будут как раз официозные структуры, а не улица? Ну да, я, в общем-то, об этом говорил, что Хабиров, когда говорит о взаимодействии, он имеет в виду, скорее всего, те общественные структуры, которые официально существуют, насколько они на самом деле выражают интересы больших масс людей, глубинного народа, о котором мы часто говорим, да, это большой вопрос, но тем не менее они есть, и, конечно, взаимодействовать он действительно будет в первую очередь с ними. Но говоря вот о риторике Радия Хабирова, тут надо иметь в виду еще один такой политтехнологический момент, что каждый руководитель, он заинтересован в том, чтобы отделиться, что ли, да, там, противопоставить себя предыдущему руководителю, предыдущему лидеру, особенно если тот был недостаточно популярен. Поэтому, когда Радий Хабиров пришел после Рустема Хамитова к власти в Башкортостане, он, в общем-то, выбрал именно эту модель позиционирования, которая была противоположной тому, что демонстрировал Хамитов, который, в общем, представлялся как человек достаточно мягкий, интеллигентный, по крайней мере. Такой образ у него внешний был, да, независимо от того, как он там себя вел непосредственно со своими подчиненными. Но внешне именно такой образ человека достаточно либеральных взглядов сегодня можно было бы сказать, да, хотя сегодня это слово почти ругательное. И тем не менее, вот Хабиров выбрал прямо противоположный образ, и он не хочет из него выходить, или, может быть, не может уже выйти из этого образа, а может быть и то, и другое. То есть он считает его вполне таким гармоничным, и, наверное, в какой-то степени это соответствует его внутренней природе человеческой. Ну вот, в принципе, в остальном я согласен. И ключевой момент, наверное, состоит в том, что действительно вот этот вот диалог, он будет в первую очередь с официальными представителями официальных структур, и мы рискуем превратить это в очередной какой-то пиар-проект, да, или увидеть очередной пиар-проект, а не реальное решение проблемы. Хотя в целом, наверное, вот ситуация, она постепенно начинает спадать, острота этой ситуации, но я не думаю, что сама по себе проблема как таковая решена. Николай Анатольевич, я не могу не согласиться с вами. Вот смотрите, была вчера новость, то, что Радий Хабиров запланировал рабочую поездку в Зауралье и провести там заседание по вопросам золотодобычи. Ну вот же, делают же какие-то шаги, пытаются. Ну, безусловно, эти шаги будут, но Радий Хабиров в Зауралье ездил и ранее, то есть это же не первая поездка в Зауралье. Это вообще, если посмотреть на географию поездок руководителей республики, в том числе, в первую очередь, наверное, главы региона, то мы увидим, что Зауралье один из самых посещаемых, одни из самых посещаемых несколько районов, да, которые там находятся: Цыбай, Баймак, там Белорецкий район и так далее. Но вопрос в том, удастся ли, мы же говорим о диалоге, да, удастся ли выстроить диалог с той группой общественности, с той группой людей, которые вот выходили на митинги в Баймаке. Там, сам Радий Хабиров-то как их назвал, там, помните, да, там, по-моему, глупыши или что-то там. Что-то не, да, глупые какие-то, не смысле. Нет, как-то такое уменьшительно ласкательная терминология была выбрана. Но факт в том, что достаточно большая группа людей, она, вне зависимости от оценки там их событий, да, это ведь не был протест против системы как таковой политической. Это не системный протест. Это протест, который был вызван недовольством и непониманием собственного политического статуса и возможностей собственного политического влияния. И я не вижу, это, понимаете, это не субъективный, а объективный фактор, связанный с общей ситуацией в стране и с общим сворачиванием институтов гражданского общества, то есть тех, которые должны выстраивать диалог. То есть когда руководитель республики говорит о необходимости ведения диалога, это здорово, это хорошо. Но какие институты этот диалог будут осуществлять? То есть если просто диалог тет-а-тет там с какими-то лидерами, здесь вряд ли удастся добиться какого-то положительного. Николай Анатольевич, у нас институтов, у нас полно институтов, СПЧ, Общественная палата, я не знаю, там, кто угодно. Но они же должны быть работающими институтами. Мы же говорим о реально работающих институтах, а не их симулякрах. Арсен Маратович, на ваш взгляд, поездка в Зауралье поможет снизить градус накала? Давайте так. Я считаю, что когда эта ситуация будет более-менее решена, тогда можно будет говорить, а не предметно. Потому что поехать, провести совещание, это пока некие предварительные этапы, такая прелюдия
к реальному процессу и говорить о том, что после этого совещания как-то проблема разрешится, тоже не приходится. Но вот проблема, я так понимаю, существует уже большое количество лет, и поэтому нужно все-таки дождаться, когда она будет осуществлена. То, что мы видим сейчас, поехать, провести совещание, это пока что как раз-таки демонстрация процесса, направленная на то, чтобы как минимум в медийном плане или как-то в управленческом плане начать решать эту проблему, да, по крайней мере, показать какие-то первоначальные действия. Но пока что мы не увидели конкретно вот хотя бы плана мероприятий вот, по разрешению данной ситуации. Поэтому, мне кажется, говорить об этом рано. Но, естественно, в публичном поле проблема существует, и, по крайней мере, власть должна демонстрировать то, что она стремится ее решить. Особенно накануне большого такого электорального цикла, выборов. Поэтому здесь удивляться не приходится. Это вполне себе нормальная ситуация. Я думаю, что со стороны региональных властей поступило там указание из федерального центра, и они сами прекрасно понимают, что есть корни проблемы, там, это не только проявление каких-то там активистов или еще чего-то, да, выступление в поддержку, не в поддержку конкретного персонажа. Это в первую очередь глубинные социально-экономические проблемы, которые необходимо решать. И Зауралье в этом плане достаточно сложный регион. И я думаю, что власти так или иначе будут либо создавать конкретный вот проект, план мероприятий по решению этой проблемы, да, либо хотя бы в медийном плане несколько снизит накал страстей вокруг этой ситуации. И поэтому в этом плане подобные поездки, они, конечно, укладываются в эту модель. Вот. Но опять-таки самое важное — это то, будет ли действительно разрешена эта проблема хотя бы в горизонте там, года-двух ближайших. Наш коллега Максим Курников позавчера предположил, что Ради Хабиров, находясь на сцене на вот этого митинга в пятницу, уже знал о смерти Рифата Даутова. И поэтому был такой напряженный, был такой вот весь на нервах. Ну, видно было эмоционально, он был такой в напряге, да? На ваш взгляд, гибель господина Даутова, мы, конечно, приносим как бы соболезнования его семье и родственникам, она как-то повлияет на протест в будущем? Арсен Маратович, давайте с вас. Ну, это в любом случае такая серая зона. Мы видим все чаще, и даже на примере этого разговора, что мы вынуждены говорить о каких-то предположениях, догадках, вообще размышлять в контексте того, а как могло бы быть, а как будет, а как если и так далее. Да? Смерть, которая постигла этого человека, тоже достаточно овеяна там непонятными и разными силами, которые говорят совсем противоречивую информацию, и это, наверное, один из признаков времени, и как раз-таки та ситуация, когда мы снова должны строить какие-то конструкции и предположения, да? Поэтому, совершенно не зная этого человека и не наблюдая ту ситуацию, которая была там в тот момент задержания его или дальнейшего нахождения, как-то предметно говорить на этот счет сложно, но сам факт того, что погиб человек, безусловно, уже является вот таким вот неким серым пятном на этой истории, которая будет сопутствовать ей неотъемлемо. Да? И, разумеется, когда принимаются те или иные решения, невозможно предположить, что могут быть какие-то летальные исходы, могут случиться какие-то вот подобного формата истории, которые впоследствии могут принести еще большее количество проблем. Но это один из эпизодов там, человеческого фактора, да, или опять-таки судьбы, которая вот таким образом развернулась, и произошли подобного рода события. Я думаю, что это все равно будет сопутствовать этой истории, и это, наверное, станет одной из такой витрин данных событий, которые будут постоянно измышляться, и, конечно, власть в этом плане сейчас тоже будет защищаться и всячески стараться отвести какие-либо подозрения о том, что смерть может носить там какой-либо криминальный характер, но родственники, естественно, там знакомые, друзья будут настаивать на том, что он стал узником там совести, узником режима, и такие ситуации, они как раз-таки способствуют различного рода домыслам, догадкам, которые впоследствии, как глухой телефон, передаваясь там из уст в уста, из уха в ухо, впоследствии уже сильно трансформируются, и порой героизируются те люди, которые абсолютно этого не были достойны, да, как помните, там ситуация с Black Lives Matter тоже, да, с этим преступником. Ну, я не сравниваю сейчас господина Даутова с этим человеком, да, но просто я сравниваю ситуации. Вот, так и впоследствии тоже может быть такое,
такое, что совершенно там чистые кристальные люди, практически они опорочены каким-то там общественным мнением, вниманием. Поэтому такого рода серые ситуации, они плодят героев, они плодят жертв, они плодят узников, и совершенно уже меняют отношение людей к подобного рода ситуациям. Поэтому, да, для того, чтобы не действовать в таком сером поле, всегда, мне кажется, нужно максимально чисто и открыто проводить данные процедуры, но, скорее всего, мы встретимся опять с очередной там какой-то медийной борьбой, медийной битвой за то, кто прав, кто виноват. Николай Анатольевич, а вот почему нельзя было, допустим, со сцены объявить о смерти этого человека и заранее в зародыше убить все слухи, домыслы и так далее? Ну, во-первых, я, честно говоря, не знаю, был ли Ради Хабиров в курсе этой ситуации или не был. Не могу сказать, потому что не владею этой информацией и не являюсь психологом, чтобы вот так вот определить, в каком там эмоциональном состоянии находился Ради Хабиров. Но даже если он был на взводе, это, в общем-то, понятно, да, он участвует в многотысячном митинге, который сам по себе вызван критической ситуацией, которая сложилась во внутриполитической сфере, да, которая сложилась вот из-за митингов в Баймаке, поэтому знал он или не знал, сказать сложно. И, на мой взгляд, это, в общем-то, не принципиально, несмотря на то, что смерть Даутова — это, безусловно, трагедия и для его родственников, близких, там, знакомых и так далее. И мы действительно приносим свои соболезнования близким этого человека. Но, с другой стороны, я, честно говоря, не очень понимаю, как Ради Хабиров мог выйти со сцены и сказать об этом. То есть, во-первых, знал ли он об этом? Если даже знал, была ли эта информация проверена? Если эта информация не проверенная и выяснится, что она не совсем точная, то объявить о таком событии перед многотысячной аудиторией, это катастрофический провал будет информационный. Ну и в-третьих, и самое главное, наверное, состоит в том, что даже если он знал и информация была подтверждена, то зачем ему это делать? То есть для чего? Для того, чтобы в еще большей степени подогреть страсти, подогреть ситуацию. То есть это совершенно не тот случай, когда можно было бы вести диалог и с чего начинать диалог с недовольными массами людей, да, диалог с протестующими, о котором он говорил. Поэтому технологически я это не представляю. И в целом я не уверен, честно говоря, при всем уважении к господину Даутову как к человеку, да, вот то, о чем Арсен Маратович говорил, я совершенно не уверен, что это станет основанием для какой-то обострения ситуации дальнейшего, потому что, как бы там ни было, насколько я понимаю, погибший не являлся лидером протестующих, вообще непонятно, какова была его роль в этом протесте, то есть это не та сакральная жертва, которая могла бы быть использована противниками Радия Хабирова для того, чтобы продолжить протестную деятельность. Да, в дальнейшем, если протест будет нарастать, там, спустя какое-то время, возможно, этот кейс всплывет, да, о нем будут говорить, но именно сегодня я думаю, что это скорее немножко другая история, связанная с претензиями к правоохранительным органам, с тем, что регулярно там бывает в связи с задержаниями там, правовыми или неправовыми, но с этим пусть разбирается Следственный комитет. Но я думаю, что власть постарается, наоборот, как в можно меньшей степени связывать эти события, то есть смерть Даутова и митинги в Баймаке. Вот вы уже затронули события в Баймаке, давайте тогда о них поговорим. Николай Анатольевич, вот на ваш взгляд, какая версия причин баймакских событий, которым уже 2 недели исполнилось? Что это? Попытка команды Хабирова отвлечь внимание от вот этих коррупционных дел? Или это зачистка, зачистка будущих защитников Шихана? Или как Аббас Галямов, иноагент, политолог, предполагает? Либо это трагическое стечение обстоятельств, на ваш взгляд? Вот 2 недели прошло, уже можно, в принципе, с холодным умом, с рассудком подойти к этому и взглянуть, и проанализировать. Вот 2 недели спустя, что это было? Я просто хочу вам сказать, что у нас вчера был в эфире журналист Максим Шевченко. Он заявил, нужна была картинка, которая показала бы, что есть очень серьезная проблема. Есть вызревший национализм, тем более тюркский, от Стамбула до Синьцзяня. Это великий Туран, как сразу загласили в Москве. Меня поразило, говорит Шевченко, как одновременно на нескольких телеграм-каналах, которые считаются условно патриотическими, появились экспертные тексты под копирку про туранский национализм. И, мол, если бы не власть, неизвестно бы, чем это все обернулось. Конец цитаты. Николай Анатольевич, вы согласны с этим?
я, в принципе, не являюсь сторонником различного рода конспирологических версий. Исхожу из того, что те события, которые происходят в политике, они обусловлены объективными причинами. Да, безусловно, есть политические силы, как внутри нашей страны, так и за рубежом, которые заинтересованы и которые события лили воду на их мельницу, что называется. Да? Но это ни в коей мере не значит, что нужно там искать какие-то внешние причины того, что произошло. На мой взгляд, главные причины все-таки носят внутренний характер, и они связаны, я уже, в общем-то, об этом говорил, с отсутствием возможности для политического представительства. В данном случае политического представительства, той группы людей, которая связывает себя может быть, с признанным экстремистским, да, организацией Башкорт, или вообще с башкирским национальным движением в широком смысле этого слова. И мы видим, да, и по реакции башкирской интеллигенции, вы уже в курсе, наверное, да, письма или обращения, которые башкирская интеллигенция сделала по этому поводу, что на самом деле даже умеренная часть башкирского общества, она реагирует на эту ситуацию, скажем так, не очень лояльно по отношению к власти. Поэтому, на мой взгляд, причины внутренние, и причины как раз-таки состоят в том, что разрушенные институты коммуникации гражданской, разрушенные институты гражданского общества, замена их симулякрами приводит к тому, что если у людей нет возможности выпустить пар через свисток, что называется, да, тогда крышку будет срывать. То есть тогда будут происходить такие вещи, к сожалению. Естественно, я уже об этом сказал, есть заинтересованные силы, которые эти объективные обстоятельства используют, пытаясь приобрести те или иные политические очки. Это может быть и внутри страны, и за ее пределами. Но это следствие, а не причина того, что произошло. А что касается сути вашего вопроса, да, о чем мы говорили применительно к событиям в Баймаке, я полагаю, что все-таки о Максиме Шевченко, да, его мнение о том, что там под копирку тексты появились. Смотрите, у нас события в Башкортостане, да, и в Баймаке, они же не первые в череде событий, да, таких протестных, связанных с межэтническими вопросами. Были в Дагестане события, после начала конфликта между Израилем и Палестиной, где, помните, самолет они искали, да, прибывшие из Израиля с евреями. Буквально сразу после событий в Баймаке, события в Якутске, то есть там тоже миграционная повестка, то есть, по сути, национальная повестка, да. Это немножечко разные ситуации, да, в одном случае там протест против еврейского населения, в другом против мигрантов, в нашем случае там совсем другой разворот, но тем не менее это события, которые можно рассматривать как события одного ряда, и понятно, что патриотическая общественность, так называемая, да, те источники, о которых речь идет, и которые поднимают тему Великого Турана, якобы которые или относительно которого есть перспективы его создания, участия пантюркистских, видимо, групп. Для них это люди, которые, на мой взгляд, мыслят категориями конспирологии, но мне это не близко, честно говоря. Я полагаю, что это все-таки надуманная история. Арсен Маратович. Если говорить о том же Туране, то впервые я как-то в дискурсе начал замечать его наличие году в 21-м, накануне СВО как раз. Очевидно, это был один из тех инструментов, вокруг которых собирались, точнее, выстраивать какой-то аспект и внешней политики, и опять-таки использовать это как такой внешний фактор, внешнюю угрозу, вокруг которой можно консолидировать общество или противостоять тем или иным силам. Внешнеполитической, в первую очередь. Поэтому СВО как-то прервало эту ситуацию, да, сменило очень резко повестку, и даже не на 1 год, и поэтому я думаю, что так или иначе этот дискурс вокруг Турана, он будет в этом плане сейчас возвращаться, и соглашусь тоже с Николаем Анатольевичем в том моменте, что причина каких-то кризисов, протестов, опять-таки, или острых ситуаций, она зачастую кроется именно в объективных обстоятельствах, социально-экономических проблемах. Какие-то внешние силы могут воспользоваться этой ситуацией, могут не пользоваться. И успешность того, воспользуются они или нет, в первую очередь зависит от того, какие действия будет принимать власть, не в части устранения этой внешней угрозы, да, а по решению этих самых проблем. Потому что если у тебя дома все хорошо, там налево, условно говоря, ты смотреть не будешь. И поэтому
Поэтому, если работать качественно со своим населением, то, естественно, в таком случае никакие внешние силы, никакие внешние угрозы не смогут оказать, как минимум, решающего значения. И в этом плане мы прекрасно понимаем, что власть такими заявлениями, она старается увести дискурс в сторону и мотивировать все как раз-таки, консолидировать как-то общество борьбы с внешним врагом и объяснить те проблемы, те ситуации, которые происходят внутри страны, как раз-таки влиянием каких-то там абстрактных деструктивных сил, да, но при этом мы все там называем какие-то организации, но даже не зная, кто за этими организациями стоит, кто является исполнителем, какая у них программа действий, существует она на самом деле или нет. Поэтому в этой связи, да, мы будем видеть подобного рода проявления, в том числе и в телеграм-каналах, и в других медийных информационных структурах. Ну а что касается непосредственно тоже информационного освещения этих событий, то, в принципе, мы наглядно на кейсе Баймака увидели, что есть реальный политический процесс, общественно-политические события какие-то, экономические факторы, да, и то медийное сопровождение, которое освещает, прошу прощения, сопровождает эти процессы. И мы видели, что на федеральный уровень как раз-таки шла достаточно открытая трансляция, абсолютно не причин и не следствий этих событий, а именно поиска внешних врагов, каких-то интересантов и тех сил, которые могут воспользоваться или пользуются этой ситуацией для того, чтобы раскачать, не раскачать ситуацию в стране. В этом плане, если посмотреть на телеграм-сообщество, то практически подавляющее большинство телеграм-каналов выступали с этой позицией. Мы понимаем, что такая позиция, очевидно, является подготовленной, и это та модель, по которой, как по шаблону, будут действовать в подобного рода ситуациях провластные средства массовой информации, опять-таки, да, или телеграм-каналы, или какие-то либо эксперты. И в этом плане это, да, один из этапов отработки этой модели поведения, этой модели действий, которая, в принципе, будет тиражироваться и в дальнейшем, даже если изначально не будет каких-то вводных факторов соответствующих, да, по инерции, по накатанной будут появляться как раз-таки те внешние интересанты, которые якобы заинтересованы в той или иной ситуации на территории всей страны. Поэтому это заготовленный шаблон, это заготовленные модели, и в этой ситуации удивляться подобного рода освещению, на мой взгляд, не приходится. В эти выходные с обращением к главе Башкирии выступили так называемый деятель науки и культуры. Это доктор исторических наук Марат Кульшарипов, доктор филологических наук Фаниль Кузбеков и народный артист Башкортостана Рейф Габитов. Они назвали себя представителями инициативной группы. Вы, наверное, видели эту видеозапись. Далее цитата по господину Габитову. К сожалению, все красные линии пройдены. Напомню о том, что погиб один человек. Он призвал господина Хабирова прекратить преследование участников событий 17 января в Баймаке, 19 января в Уфе и отпустить незаконно задержанных и выявить, привлечь к ответственности виновных в смерти господина Даутова, о чем мы с вами выше говорили. На ваш взгляд, это какие-то уже провластные консервы, или это все-таки уже пошло из недр, скажем так, научного сообщества, что говорится от сердца? Николай Анатольевич, давайте с вас. Могу сказать, что, по крайней мере, относительно Марата Кульшарипова, то, безусловно, он всегда стоял на позициях такого умеренного башкирского национализма. Он, собственно, сам никогда это не скрывал. И еще в 90-е годы говорил о том, что он является башкирским националистом, но националистом умеренным. Поэтому нет, я не совсем понимаю, какие тут могут быть, собственно, консервы провластные. Да? Я думаю, что это позиция определенной части башкирской интеллигенции, действительно, не знаю, наверное, не всей, безусловно, да, но определенной части, или, по крайней мере, тех людей, которые мы традиционно относим к этой сфере, то есть к сфере образования и культуры, и которые имеют достаточно активную общественную позицию. Тем более, что там в одном из средств массовой информации выступила еще, как известно, дочь профессора Мажитова, Альфия Султанова, тоже с критикой позиции региональной власти по этому вопросу. То есть это, в общем-то, показывает, что ситуация, она всколыхнула те силы, которые, в общем-то, долгое время можно было расценивать как достаточно умеренные, но они и сейчас остаются умеренными. Спящие силы, так ведь? В какой-то степени, да, спящие силы, исходя из того, что
вот в течение достаточно длительного времени у них не было возможности заявить о себе, а сейчас вот это событие заставило и их обозначить собственную точку зрения. На самом деле это вот то, о чем мы как раз говорили, и это очень непростой вопрос относительно того, как в этой ситуации поведет себя власть, потому что если начинать какое-то политическое преследование, да, там, в том числе этих людей, то, во-первых, это может вызвать еще больше недовольства башкирского общества, потому что многие пользуются авторитетом, по крайней мере, в определенной среде. А во-вторых, это будет означать, что даже относительно умеренные политические взгляды, но тем не менее нелояльные власти, да, потому что сложно назвать те заявления, которые прозвучали, там, например, экстремистскими, да, если это будет, тем не менее, таким образом позиционироваться, то в данном случае все разговоры Радия Хабирова там, о возможности диалога, они просто будут нивелированы. То есть это в какой-то степени маркер относительно того, как поведет себя власть, как она будет на это реагировать, или вообще, может быть, не будет реагировать, посмотрим. Арсен Маратович. Из этих трех людей, которых вы назвали, я тоже могу говорить только, наверное, о Марате Куль-Шарипове. Он был деканом исторического факультета в то время, когда я учился на ИСТФАКе. Но и не стоит забывать, что ИСТФАК, помимо прочего, являлся и прям кузницей кадров для молодежных, особенно национальных организаций того периода, которые существовали. Поэтому в этом плане, как минимум, Марат Куль-Шарипов, разумеется, совсем не случайный человек. И я, на самом деле, достаточно долго удивлялся, почему он не выступает с каким-то официальным заявлением. Вот как раз, когда это было опубликовано, я, наконец-то, да, что-то давно, долго пришлось ждать этого выступления, потому что Марат Куль-Шарипов, он был в 90-е годы, как бы мы сейчас сказали, одним из фронтменов этого национального движения, умеренного национального движения, как говорил Николай Анатольевич, да, выступал как раз-таки с идеологических и методологических позиций, и поэтому я думаю, что происходящие нынче события, они как раз-таки во многом являются и какой-то личной историей для него. Поэтому удивляться этому заявлению и приписывать его каким-то консервам я бы тоже не стал. Скорее всего, это отражение какой-то части башкирской интеллигенции, национальной интеллигенции, да, и это как раз-таки попытка их защитить, те какие-то платформы, которые они отстаивали там в 90-е, в нулевые годы. Мы не говорим даже о каких-то там национальных организациях или о тех идеях, которые они высказывали, да, но понятно, что какой-то статус был достигнут там в 90-е, в нулевые годы, и в этой части, конечно, попирание там или окончательно уже, собственно, попирание этого статуса, который мы наблюдаем на сегодняшний день, оно вызывает у них какую-то ответную реакцию и желание высказаться на сей счет. И не стоит забывать, что часть интеллигенции башкирской, действительно, и, наверное, часть башкирского народа, исходя из тех событий, которые мы на сегодняшний день видим, воспринимает текущие события как прямой вызов им. И в этой части это, конечно, проблема и ситуация, с которой местным властям придется разбираться, я думаю, не один год и, может быть, даже десятилетия, потому что Ради Хабиров приходил в республику, подчеркиваю, что там он тоже этнический башкир, и он опять-таки тоже произносил те слова, что он глава для всех. Но вместе с тем мы видим, что к концу его первого срока появляются какие-то разделения в обществе и некие такие конфликтные зоны уже не на экономическом поприще, да, как раньше мы видели с застройщиками, там, допустим, с теми же перевозчиками и так далее. Да, теперь мы уже видим это разделение на каком-то этническом уровне, в том числе или культурном уровне, если так можно сказать. И в этой связи это, конечно, очень сильно противоречит тому концепту, который выстраивается и который отчасти существует о том, что Башкортостан достаточно гармоничная, в общем-то, земля для проживания различных этносов и религий. И поэтому в этой связи, конечно, это и медийный, репутационный ущерб в том, что здесь такого рода конфликты и противоречия происходят, да, но и, может быть, это еще и столкновение неких субъектностей между различными элитными группами, которые мы наблюдаем у нас в республике. Можно добавить? Да, Николай Андреевич, Да, но я хотел бы сказать, что парадоксально, но исторический факультет Башкирского университета, бывшего, да, он не только был кузницей кадров для башкирских национальных движений, самых различных, но и кузницей кадров для
администрации главы Республики Башкортостан. То есть это как-то одно другому не мешало, и сегодня мы тоже среди представителей высшей политической элиты там можем его выпускников видеть, тех же учеников Марата Кульшарипова. И второй момент, да, то есть он принципиально важный, состоит в том, что здесь для региональной власти очень тонкий маркер, потому что ей нужно определиться с отношением к этой группе людей, потому что она, безусловно, пользуется поддержкой какой-то части башкирского общества, может быть, достаточно большой, да, это все-таки национальная интеллигенция. И если Ради Хабиров не опирается на этих людей, а на этих людей, ну, таких как Марат Кульшарипов, например, опирался в свое время Муртаза Рахимов, то есть это его была такая база идеологическая, да, то тогда вопрос, а, собственно, на кого в интеллектуальном плане он опирается, да, то есть на какую группу республиканских интеллектуалов он опирается в осуществлении своего политического курса, есть ли вообще такая группа. Поэтому для власти это тоже вопрос такой непростой, и посмотрим, как она отреагирует на него. И хотел бы тоже напомнить такой момент, что когда советская власть, собственно, укрепляла свои позиции в национальных республиках, в регионах, первое, что она делала, это как раз-таки выстраивала национальную интеллигенцию, воспитывала ее и пыталась опираться на нее. Были разные процессы, конечно, там в 30-е годы начались репрессии после этих, против этих представителей национальной интеллигенции, да, в конце 80-х годов национальная интеллигенция стала тем фактором, который способствовал дезинтеграции страны. Но если мы говорим как раз-таки непосредственно о тех технологиях того, чтобы как-то укрепить свою непосредственную власть внутри региона, то, конечно, для этого необходимо опираться на какие-то группы интеллигенции, в том числе и национальной интеллигенции. В этом случае Николай Анатольевич, на мой взгляд, прав. Вы сейчас оба затронули тему молодежных организаций национальных, которые создавались там почти 20 лет назад. Мне почему-то вспомнился разговор с социологом Арсеном Нурджановым. Мы на прошлой неделе эту тему обсуждали. И он напомнил, а кто курировал 20 лет назад, в нулевые годы, собственно говоря, создание националистических организаций наподобие Кукбуре, запрещенное и ликвидированное решением суда, Башкорт, тоже запрещенное и ликвидированное решением суда. Разве не Ради Хабиров в ранге главы администрации президента Муртазы Рахимова, курировавшего внутреннюю политику, был тогда во главе этих процессов? И, по-моему, собственно говоря, он и приложил руку к ним, или я могу ошибаться? Как вы считаете? С вас начнем. Ну, будучи главой управления внутренней политики, да, то есть курируя внутреннюю политику при Муртазе Рахимове, я, честно говоря, не знаю, занимался ли он непосредственно созданием этих организаций. Думаю, что скорее нет, чем да, потому что те организации, о которых вы говорите, они, в общем-то, ну, имеется в виду башкирские молодежные национальные организации, они были созданы еще в начале 90-х, в середине 90-х, то есть до прихода активного Ради Хабирова в политику, то есть когда он еще был в совсем молодом возрасте, да, и политикой он начал заниматься уже в нулевые годы. Вот, поэтому не думаю, что именно к их созданию он имел какое-то отношение, но, безусловно, как человек, который курировал внутреннюю политику, он имел с ними, что называется, дело, он курировал их деятельность и так или иначе взаимодействовал в тот период, когда вот занимал высокопоставленные должности в администрации Муртазы Рахимова. Другое дело, что с тех пор много воды утекло, да, и я бы не стал там проводить какие-то параллели, потому что ну, Арсен Маратович уже говорил в самом начале, что политика – это, во-первых, искусство возможного, а во-вторых, это каждый раз конкретные те или иные процессы, на которые политический лидер реагирует. Вот Ради Хабиров там, с 2009 года по 2018, да, 9 лет в республике не был, и, в общем-то, вернувшись, он, по сути, понятно, что это один и тот же человек, но в политическом смысле это вернулся другой политический лидер с другими позициями, по сути, с другой командой или во многом обновленной командой, во многом с изменившимися взглядами, на что оказало влияние работы в администрации президента Российской Федерации. Поэтому ну, вот, какие-то, исходя из этого, там, параллели проводить, ну, мало ли кто чем занимался там в 90-е годы и в начале нулевых, там копать можно достаточно долго. Арсен? Но в этом плане я даже не считаю, что нужно куда-то копать, потому что в силу своей должности, возможно, как-то Ради Хабиров соприкасался, хотя вот и по сей день мы не услышали каких-то там воспоминаний, мемуаров или прямых заявлений о том, что да, там нас Ради Хабиров курировал. Все они косвенные достаточно, да. Вот, потому что понятно, что в силу должности как-то соприкасаться ему с этим приходилось, но был ли он там прямым куратором этих процессов или нет, ну, очевидно, что нет, исходя из той информации, которую мы на сегодня наблюдаем. И в целом я
добавил бы еще то, что в принципе должность главы администрации, она не является какой-то свободной в части того, что это не тот политический деятель, который ведет свою независимую свободную политику. Это человек, который исполняет прямые поручения президента республики или главы республики, если мы говорим про сегодняшний день. И в этой связи, конечно, там ставить вину или в достоинство те или иные решения не приходится, и я не считаю возможным. Все-таки это были те решения, которые озвучивались на региональном уровне президентом республики на тот момент, и даже если там что-то там Ради Хабиров или делал, не делал в тот момент, то, безусловно, это были не его решения, это были те модели, которым он мог следовать, да, исходя из своего понимания, но глубинно это не были те решения, которые принимал он, и поэтому судить как раз-таки по тем моментам современную действительность, на мой взгляд, нерационально и не имеет смысла. А вот интересно, вот у меня такой вопрос пришел на ум. А вот вы оба, чьи вы хотели бы посмотреть мемуары, если такие будут? Вот, допустим, советника Рахимова Сергея Лаврентьева. Вы почитали бы воспоминания или еще кого-то? Вот кого бы вы хотели бы услышать? Оба. Николай Анатольевич, давайте с вас. Но чем больше, тем лучше людей, да, чем больше мемуаров, тем любопытнее бы их было почитать, безусловно, и Сергея Николаевича Лаврентьева, и Рустема Хамитова, ну, Муртазу Байдуловича уже, конечно, не сможем почитать мемуары, ну и самого Радия Хабирова. Но на самом деле, не знаю, как Арсен Маратович, но мне как историку интереснее было бы посмотреть архивные документы разного рода, особенно те, которые на сегодняшний день засекречены, потому что мемуары — это всегда субъективное восприятие и субъективная оценка, и зачастую желание повысить собственный статус и собственную роль в тех или иных политических процессах. А вот документы, которые имеют место быть, да, то есть которые содержатся в архивах, в том числе разного рода распоряжения, записки, может быть, переписку, это было бы посмотреть намного более, на мой взгляд, продуктивнее для того, чтобы понять, какие реальные политические процессы происходили и происходят в стране. И кто их особенно финансировал? Арсен Маратович. Ну, здесь я, конечно, соглашусь в том, что архивные документы — это всегда какая-то более объективная картина, но, как мы знаем, есть большая ложь, а есть статистика, да, и статистические данные не всегда в реальности отражают какие-то реальные процессы, которые происходили на тот момент, а вот мемуары, они как раз-таки дают вот это стороннее мнение, какой-то нерв ситуации в них чувствуется, да, разные позиции и, в принципе, человеческая сторона процесса, который мы тогда наблюдали. Поэтому, на мой взгляд, особенно в нашей республике, это очень недооцененная сфера, потому что очень многие действительно опасаются и не пишут мемуары, даже если какие-то записки после себя в действительности оставляют, почему-то считая всякий раз это небезопасным. Я, кстати говоря, тоже в конце декабря общался с одним из аксакалов нашей республиканской политики, такого внутриполитического блока, и он тоже сказал о том, что пока не время, пока рано, может быть небезопасно. Да? И в этом плане это тот пласт мнений, позиций, воспоминаний, опять-таки эмоций, которые мы утрачиваем с каждым новым поколением и не можем его воспринять через их мемуары как раз-таки. Нам с Николаем Анатольевичем, наверное, посчастливилось в этом плане уже не раз и постоянно общаться с Сергеем Николаевичем Лаврентьевым, и в этом плане он, конечно, многое рассказывает, но именно мемуары, наверное, стоит ему предложить в действительности написать, потому что это было бы хорошим явлением. Ну а если мы берем и других деятелей, то помните, в 80-е, в 90-е еще советские там секретари первые, вторые, они оставляли свои мемуары. Зия Нуриев, помнится, оставлял. Акназаров, по-моему, тоже оставлял после себя мемуары, а вот на сегодняшний день, к сожалению, такого не наблюдается, поэтому, в принципе, любой политический деятель или общественный деятель, который мог бы что-то предметно рассказать и оставить воспоминания о тех эпохах, особенно там о 90-х, о нулевых, том времени, которое воспринимается очень противоречиво, и многие ностальгически часто окунаются в него, при том, что очень полярные точки зрения на оба этих времени, мне кажется, было бы очень интересно. Да? Мы вряд ли дождемся каких-то мемуаров действительно от первых лиц типа Рустема Хамитова. Но вот Ради Хабиров, кстати говоря, может после себя оставить и документальные фильмы какие-то, может быть, и мемуары. Особенно, я думаю, там ситуация на Куштау может быть в центре внимания. Прям представляете картинки, где он стоит под дождем, обливаемый, с мегафоном. Это прям будет, наверное, центральная
сцены этого байопика, но в целом у нас большое количество и премьер-министров сменилось в последнее время. Андрей Назаров, кстати говоря, оставил уже после себя некие воспоминания. Вот книгу тоже недавно выпустил, но она скорее по прежнему этапу его деятельности. Да? Но есть много, казалось бы, с первого взгляда незаметных фигур, типа работников внутриполитического блока, да, общественных деятелей, тех людей, которые, может быть, не выступали первыми лицами той или иной ситуации, но были внутри, определяли во многом внутреннее дыхание ситуации, да, и мне кажется, вот самое интересное воспоминание было бы от них. Тех, кто всегда в практике держит руку на пульсе, вот, тех, кто всегда в нужное время в нужном месте. Ну, смотрите, тут такой момент, ведь мемуары первых лиц всегда воспринимаются достаточно критически с точки зрения объективности тех или иных событий. Вот, Дмитрий, вы мемуары Владимира Путина читали? Нет, не читал. У меня он Зия Нуриев еще не читанный стоит на... Ну вот видите, даже Владимира Путина мы не читаем. Потому он что свои мемуары не писал вроде. Да нет, у него там были в 2001 году, сразу, когда он пришел, от первого лица, по-моему, называется. Да, но что-то, честно говоря, бестселлером не стали они, мягко говоря, мемуары уже действующего на тот момент президента, но именно потому, что люди, наверное, довольно критически оценивают их. Там много выхолощено, много субъективного, но это мы говорим о лидере национального масштаба, да, а что говорить о региональных руководителях? Я немножко почитаю чат. В чате пользователь по никам Розалия Егорова. Мне понравилось выступление 3 старцев, ну, по всей видимости, речь идет вот о тех ученых, которые и Рифка Битве, да, интеллигентов. Правда, это выглядело как-то очень неуверенно в своих силах людей. Вы согласны с этим, Николай Анатольевич? Коротко. Не совсем, но я думаю, что они переживают достаточно тяжелую внутреннюю драму, потому что, в общем-то, и, насколько я понимаю, у башкирской интеллигенции были очень большие ожидания от Радия Хабирова, который пришел после Рустема Хамитова, которым, как известно, башкирская интеллигенция была очень недовольна именно в плане реализации национальной политики. И я полагаю, что сейчас вот их ожидания, ну, видимо, они ожидали роста внимания к башкирским национальным вопросам, да, там, может быть, к изучению башкирского языка, еще ряду моментов. И совершенно очевидно, что эти ожидания они не оправдались, и есть некое вот такое, я бы не сказал, что это испуганность, да, ну, может быть, растерянность или разочарование. Арсен Маратович. Повторите вопрос, пожалуйста. Наш пользователь написал, что вот оценивает вот это выступление вот этих аксакалов как очень неуверенных в своих силах людей. Ну, сложно говорить, что они не уверены в своих силах люди, они аксакалы вообще-то уже, да, то есть это люди, очень много повидавшие во многих процессах участвующие. Понятно, что в сегодняшней ситуации они во многом ограничены, они ограничены какими-то и внутриэлитными договоренностями, они ограничены и в целом той ситуации в стране и в республике, которая на сегодняшний день есть, и поэтому, естественно, в такой ситуации многие подбирают слова, многие подбирают ситуацию, в которой, опять-таки, тоже выступить. И в этой части понятно, что это люди, которые всегда были системными игроками и всегда были активно включены в те внутриэлитные процессы, поэтому это не те люди, которые будут идти против системы, идти против тех процессов, которые на сегодняшний день есть. Они обязаны были, как мне кажется, высказать свою ситуацию, ну, прежде всего для себя, изнутри, да, вот, но они, уверен, не готовы бросать какой-то вызов системе, да, не готовы, опять-таки, вступать в какое-то противоборство, все-таки это уже люди, ветераны, в общем-то, в своей сфере, вот, поэтому, скорее всего, они обозначили просто свою позицию, обозначили свое мнение для того, чтобы, ну, высказать, видимо, поддержку тем процессам общественным, которые на сегодняшний день развиваются в республике, потому что в первую очередь восприняли это как свой внутренний долг. Но рассчитывать от них то, что сейчас они возглавят там какое-то движение, бросаться на условные какие-то там баррикады или биться за что-то, да, на мой взгляд, не приходится. Нужно уже понимать их возраст и статус их на сегодняшний день. И, конечно, они в этом не заинтересованы. Было время, когда они были молоды и активны. На сегодняшний день их позиция именно как аксакалов, как традиционно в башкирском обществе было. То есть людей, умудренных там опытом, какой-то житейской мудростью, которые могут подсказать, посоветовать, в чем-то поддержать, направить, вдохновить. Но, естественно, они уже не готовы к каким-то активным действиям. Друзья, я призываю вас ставить лайки, пожалуйста.
Если вы смотрите нас в записи, также поставьте лайк. И также вопрос из чата. Раиль Гирфанов спрашивает, как вы оценили молчание духовных лидеров республики на происходящие события? Ну, я напомню, действительно, у нас не было никаких высказываний ни Таджудинова, ни Никона, ни Дана Кричевского. Почему главы конфессий молчат? Асан Маратович, давайте с вас. Ну, я думаю, что как раз-таки это те люди, с которыми сейчас Ради Хабиров и будет вести публичный диалог для разрешения этой ситуации. Мы понимаем, что религиозные деятели на сегодняшний день тоже встроены в вертикаль государственной власти, и в этой части они представляют вот различные направления реализации государственной религиозной политики скорее, и в своих высказываниях во многом они тоже вынуждены следовать и должны следовать официальной государственной политике, не как-то сильно там диссонируя с ней. Вот, поэтому очевидно, что в этой ситуации они исходили из того, что в первую очередь должны высказаться там первые государственные лица, да? Может быть, они не получили какого-то сигнала на то, что им нужно вмешаться в ситуацию и высказать, тем более, что это был не религиозный все-таки конфликт. Корни этого конфликта были социально-экономические в первую очередь, и во вторую очередь тут был, конечно, безусловно, национальный флер. И поэтому ожидать какой-то моментальной реакции именно от религиозных деятелей, которые напрямую не касались, казалось бы, этой ситуации, да, на мой взгляд, не приходилось ожидать, и к тому же это могло внести какой-то и дополнительный раскол уже по совсем ненужной какой-то религиозной линии. Да. Все-таки, если мы рассматриваем это конфликт как социально-экономический, отчасти может быть, с национальным эффектом, да, то вмешивать сюда еще религию и строить какие-то вот дополнительные границы, по которым могут впоследствии наступить какие-то трещины, на мой взгляд, не нужно. Николай Анатольевич, почему, на ваш взгляд, большая тройка отмолчалась? В принципе, я согласен с Арсеном Маратовичем, он все верно подметил. Во-первых, потому что религиозные концессии у нас встроены в структуру государственной власти, достаточно прочно встроены. И, соответственно, они, безусловно, если что-то должны были говорить по этому вопросу, то согласовывать с позицией государственной власти. А второй момент, в первую очередь это касается, наверное, мусульманского сообщества, да, может быть, Духовного управления мусульман или ЦДУМ, Центрального Духовного управления мусульман. Понимаете, это очень тонкая тема, то есть занять ту или иную позицию по этому вопросу означало бы для управления мусульман, Духовного управления мусульман, риск поссориться со значительной частью своей пасты, что называется, да, своих приверженцев, может быть, внести раскол определенный даже в число, в состав верующих. Поэтому в этой ситуации, видимо, управление мусульман решило, что лучше не лезть в эту тему и попытаться, может быть, через какие-то другие институты работать, или дожидаться реакции государственной власти. В чате пользователь да-да-да нас спрашивает, не считаете ли вы преждевременную установку памятника Рахимову? Действительно, на фоне вот всех этих событий, на ваш взгляд, действительно, может быть, этот процесс стоит пока притормозить? Николай Анатольевич, с вас. Во-первых, пока непонятно, когда откроется памятник Рахимову. Во-вторых, памятники первым руководителям, в данном случае региона, это вполне распространенная практика, вне зависимости от их политических позиций, от того, нравятся они или не нравятся. У нас есть Ельцин-центр в Екатеринбурге, например, к которому неоднозначное крайне отношение у различных групп населения. Это определенного рода память о человеке, который был первым руководителем республики, поэтому я не вижу в этом никаких проблем, несмотря на то, что отношение к Рахимову может быть совершенно различным. Асан Маратович. Действительно, зачем искать везде какие-то сигналы, опять-таки, да, символы и так далее. В общем-то, это достаточно не связанные друг с другом процессы. Человек умер, и мне кажется, человек тоже прекрасно имеет право на то, чтобы увековечить его память, да, поставить памятник, тем более это решение принято достаточно давно, и поэтому, если он действительно будет поставлен в те сроки, которые обозначали в начале февраля к его дню рождения, то, на мой взгляд, это та история, которая не должна как-то рассматриваться в контексте минувших событий, да, и выступать тем или иным сигналом, символом и
для того, чтобы там искали какие-то дополнительные смыслы, да. В общем-то, на мой взгляд, установка этого памятника достаточно своевременная, и мы, в принципе, видим, что в той же региональной власти на сегодняшний день очень разные течения и очень разные отношения к Муртазе Рахимову, да. Мы видим, что официально, конечно, тоже декларируется почет и уважение, но мы прекрасно понимаем, что абсолютно разные силы, и даже внутри самого Ради Хабирова, я думаю, очень разные отношения к Муртазе Рахимову в разные периоды его совместной работы там, и жизни с ним. И мы тоже помним, что высказывались и даже на нормативном уровне принимались одни решения по увековечению памяти Муртазы Рахимова, но, по сути, тоже, я так понимаю, эта программа была во многом пересмотрена, и на сегодняшний день мы говорим лишь о некоторых мероприятиях, которые изначально предполагались, да, ну вот одно из них — это установка памятника, там, издание некого рода книг, опять-таки, мемориальных табличек вывешивания, там, проведение каких-то научно-практических конференций, да, но вместе с тем мы тоже не видим какого-то там выстраивания условного культа личности, да, какого-то почета, траура и так далее, да, то есть отношения достаточно сдержанные, вот, власть, мы видим, региональная, тоже во многом дистанцируется от этой ситуации, да, выполняет официальный церемониал, но, как говорится, там, без дополнительного пафоса, да, без какого-то особого рвения. На ваш взгляд, Арсен Маратович, может быть, церемония установки памятника использована, обыграна властью сейчас в свою пользу, ну, там, с точки зрения пиар-технологий? Я думаю, что отчасти они предпримут такую попытку и, конечно, попытаются это сделать, но насколько им нужно это на сегодняшний день, насколько это станет рациональным решением, спорный вопрос. Поэтому я думаю, что они будут опять-таки исходить из ситуации. Если ситуация будет выгодно располагаться, но на сегодняшний день особых предпосылок для этого нет, то я думаю, что они во многом используют эту площадку как минимум для тоже очередной примирительной речи о том, что давайте сплотимся, там, может, они пригласят опять-таки вот каких-то аксакалов, да, деятелей башкирской национальной интеллигенции и используют эту площадку для коммуникаций, для общения, для построения, может быть, каких-то общих платформ, но не более того, я думаю, что в широкий паблик это выноситься не будет. Если есть, как бы, Николай Анатольевич, что ответить? Да нет, я в принципе согласен. Единственное, что да, действительно открытие памятника Муртазе Рахимову, но там не только памятник, там ведь на начало февраля предусмотрена целая серия мероприятий, посвященная вот, его дню рождения. Да. Это как раз-таки может властью позиционироваться как часть того диалога с общественностью, о которой Ради Хабиров говорил. Здесь я соглашусь с такой позицией, с такой точкой зрения. Николай Анатольевич, смотрите, вчера мэрия Уфы не согласовала митинг общественному движению «Стоп Башар ТС» по причине антиковидных ограничений. Мы только что с вами видели якобы 50-тысячный митинг на площади Салавата Юлаева, и тут такие двойные стандарты. Это не может тоже стать каким-то триггером в обществе. Ну, как бы видно же, что где «Стоп Башар ТС», где митинг за Хабирова. Почему так откровенно, топорно действуют власти, и, на ваш взгляд, может быть, надо было пойти и согласиться как бы на согласование этого митинга? Ну, надо было пойти и согласиться, вы правы, тем более, что митинг направлен на решение жилищно-коммунальных вопросов, насколько я понимаю, да, и совершенно очевидно, что он не несет в себе глубокой такой политической повестки, то есть это повестка социально-экономическая. Но что касается вот таких двойных стандартов, о которых вы говорите, ну, позвольте, население давно уже привыкло к таким вещам. Первый раз, что ли, у нас митинги в поддержку власти согласовываются, если они вообще как бы согласовываются, да, они просто по факту проводятся, и никого это давным-давно уже не удивляет, а любые мероприятия, которые носят, ну, хоть минимально протестную повестку, в 90%, наверное, или может быть даже более случаев, их запрещают по тем или иным основаниям проводить, поэтому общество к этому привыкло и относится к этому уже не то чтобы скептически, а уже даже, я бы сказал, с юмором и с определенной иронией. Поэтому, ну, это, наверное, самая, может быть, нежелательная реакция, которую можно было ожидать для власти. Арсен Маратович. Ну, логика нынешней политической системы не предусматривает, в принципе, какое-либо проявление там, уличного протеста, каких-то уличных акций в любой ее форме, неважно, против кого они направлены, против государственной власти, регионального уровня, муниципального, против каких-то крупных госкорпораций. Все это рассматривается системой как вызов непосредственно, да, вызов всей системе в целом. Поэтому, собственно, и не допускаются какие-либо уличные проявления, тем более на сегодняшний день, когда вся эта история уже отшумела в Уфе, да,
пытаться вывести еще раз людей на улицы, это тоже будет рассматриваться как дополнительный фактор дестабилизации в том числе. Вот, поэтому в этом плане ожидать каких-либо согласованных мероприятий, не исходящих от власти, на сегодняшний день, конечно, не приходится, потому что так или иначе, независимо от уровня, масштаба и там, требований, недовольства и против кого они могут быть адресованы, вот, в этом случае все равно система будет выдавливать подобного рода, воспринимая события, воспринимая их как опасность в первую очередь для самой себя. Вот, поэтому в этом плане подобный рода отказ, он не удивителен, да, и, в общем-то, система сейчас готова общаться только исключительно с теми, кто выходит на официальные площадки, да, они это постоянно подчеркивают, что есть круглые столы, есть официальные запросы, есть письма, направляйте в органы власти, коммуницируйте, общайтесь, но вот через такое легализованное русло. Давайте немножко пробежимся по повестке и прокомментируем другие новости. Паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко хочет продать золотые медали с Паралимпийских игр в Пекине и Лондоне 2008-2012 годов и привести деньги на помощь участникам СВО. Каждую медаль она оценила в 60 миллионов рублей. Что мы сейчас с вами наблюдаем? То есть это как бы такая клятва на верность или что? Или истинные порывы? Для чего сейчас, 2 года спустя после начала СВО, вот такие вот вещи проводить, на ваш взгляд? Если есть что-то сказать, Николай Анатольевич, давайте с вас. Ну, это чужая душа потемки, как говорится, да, тут не знаю. Полагаю, что это, скорее всего, такой и истинный порыв, да, ну, хотя одно другому не противоречит, и истинный порыв, и клятва на верность. Ну, вот таким вот образом Оксана Савченко решила показать свою причастность к происходящим процессам, но это ее выбор. Мне сложно комментировать, потому что на самом деле подобного рода ситуации, не имеется в виду продажа олимпийских медалей, да, паралимпийских, похожие по стилистике или по своему наполнению идейному, они довольно часто сейчас происходят. Ну, вот таково ее решение. Ну, оценивает в 60 миллионов медаль. Ну, это ее право. Смартович. Ну, личные мотивы мы действительно не знаем, но в медийном поле, безусловно, это рассматривается как инструмент, как элемент какой-то, да, демонстрации лояльности, демонстрации верности, приверженности тому политическому курсу, который на сегодняшний день есть. Помню, что еще совсем недавно Савченко тоже выступала с некоторыми вот и заявлениями, направленными на поддержку гражданского общества, да, и тоже высказывала в чем-то недовольство, но на сегодняшний день, очевидно, для ее политического выживания, так сказать, необходима демонстрация других приоритетов, других ценностей, и в этой стилистике, собственно, это заявление и укладывается. Другое дело, что будут там проданы в конечном счете эти медали или нет, мы вновь говорим об неком информационном шуме на сегодняшний день. Если бы она действительно там отчиталась, вот я продала медаль, или пустила средства туда-то, то это уже было бы какое-то событие, да, но на сегодняшний день это только заявление, информационный шум, чем оно закончится, к чему оно приведет, еще большой вопрос. Между тем, серийный доносчик Виталий Бородин написал в Генеральную прокуратуру обращение. Он обратил внимание на кандидата в президенты Бориса Надеждина и заметил, что он критикует СВО, антивоенные высказывания в его риторике есть. Он также полагает, что Надеждин выступает против курса государства на пресечение пропаганды нацизма, экстремизма и идеологии ЛГБТ. Я напомню, что эта организация в Российской Федерации признана экстремистской и запрещена. Бородин считает, что в лице Надеждина либералы продвигают кандидата, готового проталкивать в России повестку западных кураторов. Николай Анатольевич, как это можно прокомментировать? Это можно прокомментировать только одним путем, да, вот это вот закручивание гаек, которое в стране происходит, и попытка всех выстроить в одну шеренгу, оно привело к появлению огромного числа вот таких вот людей, да, доносчиков, которые видят в любом инакомыслящем, в любом человеке с другими политическими взглядами внешнего врага, предателя и, соответственно, человека, в отношении которого, на которого нужно обратить внимание правоохранительным органам, которого, значит, использовать какой-то репрессивный механизм против него. Но, к сожалению, это следовало ожидать. Тем не менее, я не думаю, что вот этот вот донос, он как-то повлияет на позиции Надеждина, вряд ли его признают иностранным агентом, во всяком случае не сейчас. Скорее всего, если будут какие-то формальные причины не допустить его для участия в избирательной кампании, то это ошибки при сборе подписей. Это намного более простой и технологически практически недоказуемый процесс.
Вот, я думаю, что если власть захочет его отстранить от участия в избирательной кампании, то она использует именно этот механизм. А вернуться к вопросу об иностранном агентстве уже можно будет потом. Самратович. Ну, я считаю, что на сегодняшний день это реакция системы, да, или, может быть, опять-таки, заявление отдельного конкретного взятого человека, который пытается хайпануть на этой теме. Вот. Мне кажется, что если бы власти хотели бы снять данного кандидата, то они бы сделали это на более раннем уровне. В случае, если они впоследствии увидят, что ситуация как-то выходит из-под контроля, то они, конечно, тоже предпримут, возможно, какие-то действия. Вот. Но, опять-таки, они не будут наверняка исходить как из тех каналов, которые мы на сегодняшний день обсуждаем. Вот. Мне кажется, что для властей сегодня выгодно наличие такого рода кандидата для того, чтобы публично показать, что те идеи, там, те мнения, которые он высказывает, они не поддерживаются обществом на фоне там 70-80% голосов, которые предполагается, что отдадут за Владимира Путина. Предполагается администрация президента, я имею в виду. Вот, поэтому в этом плане, мне кажется, что это скорее со стороны властей желание политтехнологически показать доминирование Владимира Путина над любого рода оппозицией. Вот, и поэтому в этой связи наличие такого рода кандидата им скорее выгодно. Поэтому я не думаю, что на сегодняшний день они собираются строить какие-то козни и там, снимать досрочно кандидатуру. Но в случае, если действительно они увидят, что ситуация складывается не по тем сценариям, которые они предполагали, то мы можем наблюдать какие-либо разные действия. Кстати, Николай Анатольевич, да. Это может быть сигнал и самому Борису Надеждину еще определенный. Своего рода напоминание о том, что нужно действовать в рамках той системы, в которой он находится. То есть своего рода предупреждение о том, как следует вести правила ведения избирательной кампании. Ну, негласных имеется в виду, конечно же. Мы помним, что на выходных были какие-то вопросы через провластные телеграм-каналы, что Надеждин якобы перешел какие-то красные черты и там и критиковал, и очень критиковал, и как бы СВО даже как-то не поддерживал. Вы думаете, все это связано вместе, Николай Анатольевич? Я думаю, да, конечно, это звенья одной цепи. Другое дело, каким образом теперь власть будет реагировать, потому что это палка о двух концах. С одной стороны, избирательная кампания, в которой не будет представлен кандидат, выступающий против СВО и выступающий за нормализацию отношений с Западом, она будет такой куцей своего рода, да, купированной, потому что понятно, что не будет представлена точка зрения большой массы людей, да, можно спорить там о процентах, сколько они составляют в обществе, но это довольно большая масса людей, и тем самым это существенно делегитимирует выборы. С другой стороны, предоставлять Надеждину площадку информационную, это значит давать слово противникам специальной операции военной и противникам всего того курса, который осуществляет Путин, потому что совершенно очевидно, что без Надеждина ни один другой кандидат против действующего главы государства не скажет ни единого слова. Поэтому администрации президента и кураторам внутренней политики предстоит этот непростой вопрос решить. Самратович. Соглашусь, что это можно рассматривать как некий сигнал ему самому в первую очередь, вот, потому что у нынешних там первых лиц политических процессов, кандидатов в президенты, в принципе, есть такой стартовый набор требований к ним, да, и поддержка СВО – это неотъемлемый элемент. Если человек не поддерживает СВО, то в рамках своей политической кампании, в логике системы, ну, ты хотя бы просто не публично афишируй это, да, не делай на этом особый акцент, не делай это первым номером своей программы, да, ну, как-то так аккуратно, осторожно высказывайся, все-таки полярность мнений в этом плане тоже должна быть, да, можешь выступать за мирные переговоры, например, опять-таки, но активно критиковать или делать это основой своей программы, это на сегодняшний день со стороны федерального центра, конечно, не приветствуется. И в этом плане я рассматриваю это, безусловно, как сигнал. Но здесь мы будем видеть, насколько субъектен этот кандидат в президенты, да, насколько он готов, собственно, отстаивать эти ценности и идеи. Он уже тоже делал заявление, что, в принципе, он в своей жизни много уже пожил, многое повидал, это скорее вот жест отчаяния такой, да, но все-таки от кандидата в президенты, кандидату в президенты другие требования. Мы помним, как на дебатах с тем же Жириновским Ксения Собчак в один момент расплакалась, и понятно, что это была ее женская эмоциональная реакция, и это вызвало некую эмпатию к ней как человеку, но конкретно как кандидату в президенты, как политическому деятелю, это, конечно, было, ну, некого рода ее деактивация со стороны умудренного опытом Владимира Жириновского.
Здесь нас в чате спрашивают, какие у вас прогнозы на выборы. Про результаты не будем, но интересно, как они видят, какие ухищрения будут использоваться. Ну, Арсен Маратович, давайте с вас уж. Ну, я уже отчасти сказал, что любого рода оппозиция будет использоваться властями для дискредитации оппонирующих элементов для действующего президента, да, и в этом плане, конечно, как бы мы не хотели полярности мнений, позиций и разных точек зрения, да, реальной конкуренции, мы прекрасно понимаем, что есть основной кандидат, и все поле будет не только подчищаться под него, да, но и адаптироваться. И те, так сказать, согласованные кандидаты от системных партий, они будут рассматриваться скорее как некие флаги представителей его различных там политических позиций, воззрений, да, и сам Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что все мы движимы одной идеей, да, просто мы представляем разные фланги этих идей. Вот. А что касается вот таких, казалось бы, несистемных игроков, то они будут политтехнологически использоваться для того, чтобы показать, ну, насколько там меньшую долю населения и поддерживает их, да, и соглашается с их взглядами. И в этом плане это, конечно, как бы это печально не звучало, да, но это один из инструментов легализации легитимности Путина, да. Вот, поэтому в этой связи мы, конечно, не можем наблюдать какую-то там, да и не могли бы в нынешней ситуации наблюдать какую-то конкуренцию мнений, позиций и различных идеологем, но, по сути, это, да, это, ну, некая форма плебисцита, референдума в поддержку Владимира Путина. Николай Анатольевич. Есть, на мой взгляд, два возможных сценария президентской кампании. Первый – это сценарий, в рамках которого Борис Надеждин все-таки будет допущен к участию в выборах. И в таком случае это станет кампанией, где вопрос об СВО, поддержке СВО или против СВО станет главной ключевой темой. То есть, соответственно, это во многом разделит общество, ну и в какой-то степени покажет число сторонников продолжения специальной военной операции, ну и вообще того вот ультраконсервативного курса, который сегодня в стране наблюдается, может быть, новой волны мобилизации. И, соответственно, те, кто против специальной военной операции и нормализации отношений там с Западом и отказа вот от того крайне консервативного направления, которое власть демонстрирует в своей политике. Это первый сценарий. Второй сценарий, если Надеждин не будет допущен, то тогда это избирательная кампания референдумного типа, в которой ни один из кандидатов, естественно, конкуренцию с основному кандидату составить не сможет. И завершим тогда наш сегодняшний эфир такой темой. Сегодня по телеграм-каналам, по сайтам новостным в Уфе, в Башкортостане распространяется новость с молодым человеком, который ночью на своем БМВ новом врезался в строительный забор на улице Карла Маркса, перед этим пуская фейерверки. Понятное дело, что золотая молодежь развлекалась, и, по всей видимости, что-то пошло не по плану. Так или иначе, эта новость набирает, он уже извинился, он же, по-моему, дважды извинился, по-моему, уже трижды извинился на видео. Так или иначе, эта новость набирает обороты, куча комментариев, куча лайков, дизлайков. Мне это, знаете, что мне напоминает историю с котом Твиксом, погибшим не так давно, да, 2 недели назад. Екатерина Шульман, политолог, признанная в Российской Федерации иностранным агентом, она, кстати, заметила по этому поводу, что вот эта вот история с котом Твиксом, вот этот шум в соцсетях, это невыплаканные слезы по другому поводу. Мы знаем, по какому поводу. Между прочим, петиция с требованием уволить проводницу, выкинувшую кота из вагона, она набрала почти 250 000 голосов. Это больше, чем Борис Надеждин своих подписей собрал. На ваш взгляд, действительно, в обществе назрел уже такой пузырь какой-то, информационный, может быть, вакуум, где вот на котах, на вот этой вот золотой молодежи уже люди оттаптываются, не имея возможности высказаться по каким-то другим серьезным поводам. Николай Анатольевич, с вас. Отчасти, да. Хотя я не стал бы проводить параллели между петициями с требованием уволить проводницу и подписями за Бориса Надеждина, хотя бы потому, что это совершенно разный технологический процесс, требующий разных усилий и разной степени ответственности, в конце концов, да, потому что одно дело подписаться за оппозиционного политика со своими паспортными данными, который откровенно выступает против СВО, а другое дело поставить там галочку в интернете
в одной из петиций. Да. Поэтому параллели, на мой взгляд, очень искусственные и вряд ли уместны. Но, с другой стороны, да, естественно, что накопленная энергия, она требует своего выхода и проявляется вот в таких вот поводах, как с котом Твиксом, как с ситуацией в Уфе. Но здесь, понимаете, какой нюанс? Все вот эти вот события, они очень быстро уходят из информационного поля. И, к сожалению, о коте Твиксе через 2 недели уже никто не вспомнит. А о ситуации вот с BMW в Уфе не вспомнит уже через неделю. Поэтому это те события, которые позволяют отчасти вот как бы населению эмоционально разряжаться, но они не несут никаких за собой политических или социально-экономических последствий. Александр Маратович. Ну, я бы немного скорректировал Николая Анатольевича, что получается тогда не новости, не события, а новости, как говорит наша уважаемая коллега, которая, собственно, и задала тренд этому обсуждению. Ну, с ней я в этом плане немного не соглашусь, в той части, что мы часто говорим о какой-то милосердности и доброй душе российского народа, да, что вот как она трогательно относится к кошечкам и прочее, но при этом к проводнице такого милосердия там российский народ тоже не испытывает, и мы видим большое количество ситуаций, когда люди стихийно не разбираясь, не стремятся разбираться в ситуации, да, пытаются кого-то спасать, куда-то метать копья и так далее. Но, в принципе, мы можем всегда рассматривать спасение других как попытку уйти от решения своих собственных проблем. Да? Когда ты пытаешься как-то где-то абстрактно спасать других людей, там, представителей животного мира и вообще решать какие-то глобальные процессы, это зачастую бегство от своих собственных проблем, от своей собственной реальности. И в этой части я с ней соглашусь, что люди таким образом переключают свое внимание, потому что если в случае с BMW там, скорее юмор вызывает эта ситуация у людей, там и осуждение какое-то, да, то это как раз-таки попытка эмоциональной разрядки ну, где-то посмеяться, где-то понегодовать. Но если мы рассматриваем ситуацию с котом Твиксом, то это, конечно же, тоже попытка переключиться на какую-то другую стезю, попытаться кого-то спасти, что-то изменить, кого-то осудить и так далее. Вот, поэтому все-таки это новости, не события, и в этой связи я бы не рассматривал это как глобально в контексте того, мы никогда не понимаем, какая ситуация может выстрелить, привести к тем же протестным акциям, привести к какому-то народному единению и так далее. Ну вот Твикс в моменте смог это сделать, к сожалению, отдав там свою душу, и ситуация, конечно, тоже очень сложная и спорная и многогранная, и в этой связи хорошо, что компания РЖД сама сделала очень хорошие выводы, там не бросалась к одной или другой стороне, поменяла свой регламент, я так понимаю, вот, и в принципе не раскрыла личность тоже этой проводницы для того, чтобы не допустить какого-то линчевания, там не сломала, наверное, ей жизнь. Вот. Но, опять-таки, да, это те события, о которых нельзя говорить как о каких-то системных процессах и искать там какие-то подводные камни, которые являются отражением нашей реальности или могут нас к чему-то новому привести. Да? Это скорее, ну вот, очередное стихийное единение общества в попытке в действительности уйти от своей реальности. Уважаемые гости, благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Я напомню, что у нас были в эфире политологи Арсен Шаяхметов, Николай Евдокимов. Я надеюсь, что мы в будущем с вами увидимся, но при более радостных обстоятельствах. Спасибо большое за эту беседу. Спасибо. Всего доброго.